1500 респираторов, полсотни противокислотных костюмов, перчатки, халаты, а самое главное – новейший аппарат искусственной вентиляции легких. Ингушетия первая из регионов получила помощь от соотечественника, сенатора Билана Хамчиева. Грузовая «Газель» с различными средствами защиты для медперсонала больниц региона прибыла сегодня из Москвы в республику. Для врачей, для медперсонала это огромная помощь, защита. Именно мы должны защитить свой медицинский персонал. Мы должны предоставить им такие условия, чтобы работа не была для них опасной. Я думаю, что и другие также, и сенаторы, и меценаты будут отзываться, потому что беда общая, беда наша. И, конечно же, никакие медицинские организации, никакая страна не была готова к такому развитию событий и вообще к возникновению вот такой вот пандемии всемирной. В Минздраве приняли решение отвезти все эти средства защиты в Назрановскую районную больницу. Всего здесь развернули 200 коек, и если появится необходимость, количество мест может увеличиться вдвое. А такая помощь и поддержка со стороны нашего земляка была просто необходима, отмечает главврач больницы. Мы их искали, мы по всей Москве скидывали информацию, чтобы найти вот именно эти очки. Мы нашли этого производителя, не могли с ним связаться. Настолько это все для нас на сегодняшний день это очень значимо. Вот этот костюм многоразовый нам облегчили труд тем, что мы не должны его в камере дезинфицировать. Мы его протерли, почистили дезинфицирующим раствором, и мы его можем повторно одеть. И нам облегчили, конечно, нашу работу. На месте сразу вскрыли и осмотрели аппарат ИВЛ. По словам врачей, на сегодняшний день в их больнице имеется всего 13 аппаратов искусственной вентиляции легких, но и их в случае ЧП будет крайне мало. По словам помощника сенатора Билана Хамчиева, на днях прибудет еще один грузовик с необходимыми средствами защиты. Мы сегодня передали Елене Анташкиевой необходимые средства защиты для врачей. И я по большей степени хочу поблагодарить наших врачей, что, подвергая своей жизни опасности, они не покидают эти помещения и помогают справиться с этим недугом, с этой чумой, так скажем, нашим гражданам. Не лишним будет отметить, что все наши врачи прошли необходимый инструктаж. В медицинских учреждениях на местах обеспечена возможность быстрой диагностики возбудителя, а также наличие противовирусных и других препаратов для лечения. Кроме того, по словам руководителя Минздрава, проводится постоянный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппа. Светлана Томова, Ахмед Гандаров. Новости 24.